Пишем. «Ищи не дыма в пламени, но в дыме свет обретай, советовал Гораций. На холм поднявшись, оглядись кругом. Здесь пустоши однообразен вид, песок, скала да низкие растения. Лишь пятнышко ухоженной земли свидетельствует, что хозяин умный разнообразит стол своей семье плодами сладкими и овощами, что почва здесь убогая родит. Тут, на границе моего поместья, усадьбы скромный деревянный дом, построенный в палладиевом вкусе, как будто в камне славным Мартинелли террасы плоскость гордо увенчал. По обе стороны к его подножью пленительная прилегла страна искусства, чувства и воображения. Парк Монрепо – любимое место всех жителей Выборга и гостей нашего города. Научные сотрудники этого парка-музея сделали большое дело на высоком научном уровне, подготовили маленькую, но крайне интересную выставку портретов членов баронского семейства фон Николаи. Его называли замечательным немцем на российской службе. Может быть, на фоне многих своих современников Людвиг Хайнрих фон Николаи выделялся своим благородством облика. Прекрасный был человек. Портрет этот был выполнен в начале в 1790-е годы. И автором портрета первоначального был работавший в России художник Йоганн Баптист фон Лампе старший. Здесь уже мы видим копию, которая находится сейчас в коллекции парка-музея Монрепо. Выполнена была в 1995 году, и она довольно хорошо передает облик поэта и государственного деятеля. Государственного деятеля потому что он был президентом Российской академии наук. Всего лишь 1,5 месяца назад была знаменательная дата. 275 лет со дня рождения этого выдающегося человека. Людвиг Хайнрих Николаи родился в городе Страсбурге в Эльзасе. И отцом его был директор архива и член городского совета Страсбурга Йоганн Христиан Николаи, предки которого перебрались когда-то из Швеции в Любек. Матерью была Мария Магдалена, урожденная Хаммерер. Николаи попал в Россию как наставник великого князя Павла Петровича, будущего царя Павла I. И здесь он стал президентом Российской академии наук. Николаи был поэтом, автором многих томов сочинений, рыцарских романов, стихах, сказок, которые переводились на русский язык, и замечательной поэмы «Das Landgut Monrepos im Finnland 1804», то есть имением Монрепо в Финляндии, 1804 год. На состояние 1804 года Николаи описал дорожки, павильоны, памятники, а главное, сам пейзаж этого неповторимого, очаровательного парка. Женой Людвига Хейнриха фон Николаи была Йоханна Маргарета, урожденная Поггенполь, дочка петербургского банкира. Она умерла в том же 1820 году, что ее муж, барон Николаи, родилась в 1738 году. Портрет Йоганны Маргареты был обнаружен красноармейцами, а затем передан в коллекцию Государственного Эрмитажа в 1940 году. Это была уже копия с портрета работы Йоханна Баптиста фон Лампе. Научные сотрудники Монрепо подробно описали историю копии этого портрета, немножко менявшего изображение. Перед нами ныне хранящаяся в музее, в парке музея Монрепо, современная копия, изготовленная в прошлом году художником Цветковым, но очаровательная, добрая женщина, которая способствовала мужу и сыну сделать такой великолепный парк. У Людвига Хейнриха и Йоханны Маргареты был единственный сын, Пауль.
Пауль фон Николай или Пауль I, или по-русски Павел Андреевич. Когда он был маленьким, он получил детское имя Пампушенко. И о своем сыне барон Николай рассказал немножко в поэме «Имение Монрепо». Позволю себе прочитать отрывок из своего перевода. «Для сердца благо, матери любовь, здесь у нее святилище, неброско и верно не замечено тобою. Но расскажу тебе про островок, который затаился в узкой бухте. Там с юношеским пылом мальчик мой, секрет лишь матери своей доверив, работе тяжкой подражал отца, который на другом краю залива как раз тогда из скопища камней творил убежище отдохновения. С утра до вечера трудился рьяно сын мой единственный, отрада сердца. К труду сему природа благосклонна была и обеспечила ту гордость, с какой малыш родителей позвал взглянуть на завершенное творение, и радостно взволнованная мать Пампушенкой назвала место так, она звала ребенка в колыбели. Ну, еще в честь барона Пауля был назван павильон Паульштайн, который сейчас не существует, и можно только мечтать, что он возродится когда-нибудь в нашем Монрепо. То место, где барон Людвиг Гайнрих, замечательный поэт, сидел и писал стихи и письма сыну, который в то время учился в Германии, в городе Ойтине. Павел Андреевич вырос и стал известным российским дипломатом, в частности, занимавшимся прокладкой границы между Россией и Швецией. Он служил в Лондоне советником российского посольства, а затем в Копенгагене действительным и чрезвычайным посланником и полномочным министром. Он представлял Россию в датской столице Копенгагене, где жил долго. Он родился в 1877 году и умер в 1866 году. Павел Андреевич унаследовал имение Монрепо от своего отца после его смерти в 820 году, а женился на Александрине Симплиции де Брольи или де Бройль. Фамилия произносится по-разному, потому что происходит от итальянского рода Броглио. И он провел годы в Монрепо, который тоже полюбил, но любил его с детства. Он сделал очень много для того, чтобы в этом парке возникли прекрасные посадки, ландшафтная архитектура стала выдающейся, построены были павильоны, поставлен обелиск на герцогов де Броглио на Левкадской скале и многое другое. Данная картина тоже находится в собрании парка-музея Монрепо. Это копия, изготовленная в 1992 году художницей Беловой и Романовой по портрету, оригиналу. Вообще портрет известен, везде репродуцируется. Он принадлежал кисти портретиста Жозефа Дезире Кура. Барон Пауль изображен в парадном сюртуке с орденами. Очень эффектный. И замечательно, что теперь в Монрепо можно увидеть портрет Александрины Симплиции, жены Павла Андреевича фон Николай. Этот портрет, конечно, тоже сейчас копия, изготовленная в 2012, в прошлом году, художником Никольским по тому оригиналу, который хранится в Государственном Эрмитаже. Это при изъятии ценностей из усадьбы Монрепо в 1940 году, к счастью, не была уничтожена красноармейцами, по крайней мере, сохранилась картина, которая попала в Эрмитаж. Это работа в оригинале кисти очень известного датского художника Кристиана Альбрехта Йенсена. Каждая фотография, каждая репродукция со старинного изображения Монрепо доставляют большую радость сердцу. Спасибо научным сотрудникам парка-музея, которые позволяют жителям Выборга почувствовать себя в этой самой истории, продолжающейся истории красоты. Здесь в Выборге, где непрерывная нить и нескольких периодов истории. Позволю себе прочитать еще кусочек из своего перевода поэмы барона Николаи, в котором он как раз формулирует свое кредо. «О
как полна предметами природа, так чувствами богато наше сердце. Находят отклик в нем атаки, ярость, пещеры мрачный, суеверный ужас, покой в тиши, веселый нрав ручья, суровый лес и наслаждение рощи. И чувство пробуждая, всякий раз угадывать намерения природы, чтобы уловить ее сокрытый план. Там, где она себя не прояснила, там, где нема, заставить говорить. Взамен пустот сокровища искусства расположить везде в порядке умном и ощущения, словно ряд картин, связать, сменяя переходом мягким. Вот мастерство поэта-садовода. Поэма и серьезная, и шутливая, но есть и мрачные фрагменты. Вот один из них. «Но стань серьезен, вскоре новый вид иные чувства вызовет. Утес, лесистый, омываемый потоком, доступен вброд сквозь тростники, но волнам, кусающим другой подставив бок, становится ужасных действий сценой. Ты поднимаешься, и страх растет, все с большей силой. От материка здесь глыбы две, отломанные титаном, мятежным, но добросить их до неба он все же не сумел. За ними тесный, от мира отделенный уголок, который ты оценишь лишь тогда, когда увидишь. Здесь сижу я часто, о песнях размышляя и смеясь волнам, что тщетно прыгают к вершине. Взгляни наверх, там на уступе грот, наполовину созданный природой, наполовину же трудом усердным. Глубоко в толщу скал уходят своды. Виднеются на сумрачной стене лишь хлопья белопенного прибоя и замурованные медузы лик. Утеса оголенная вершина придавлена развалинами замка с зубцами и остатками бойниц. Сын Густава Великого, ни в чем отцу неравный, приходил сюда, в войне победу одержав над братом, чтобы разгадать веленья вещих звезд. Речь идет об образе шведского короля Эрика XIV. И барон Людвиг Хайнрих фон Николай планировал на этой скале, на этом скалистом острове, который сейчас местные жители называют остров смерти, поставить замок-руину с бойницами, зубчатыми стенами, навершиями башен. И он умер в 820 году. На острове была построена только пещера, грот Медузы, где была закреплена маска Медузы, которую барон описывает в поэме. А вот уже позднее Павел Андреевич Николай получил государя-императора разрешение на захоронение отца в усадьбе, на территории усадьбы. И избрал для этого некрополя как раз остров, который с тех пор стал называться Людвигштайн, остров Людвига. И после этого почти все члены семейства баронов Николаи были там похоронены. А капелла, усыпальница, фактически просто миниатюрный замок, напоминающий о том, что здесь некрополь, была построена по проекту английского архитектора Чарльза Хитцкока Тетама. Барон Людвиг Николай описывал в поэме, что Эрик XIV якобы приходил на эту скалу, чтобы по звездам предвидеть свою судьбу. Он потом был отравлен по приказанию своего брата, короля Юхана III. И согласно барону, на острове Людвигштайн появляется призрак Эрика XIV. Вот как об этом пишет барон. «Дух Эрика всегда в полночный час в круг камня этого свирепый бродит, проклятье шлет, цепями громыхает и оглашает воем грот Медузы». Вот какие страшные вещи происходят в Мадрико. Один журналист спросил у меня, есть ли в Выборге привидения. Я сказал, что, наверное, их много, но документировано наличие только одного, духа Эрика XIV. Этот журналист целую ночь просидел с рюкзаком на скале и простудился, но привидение так и не появилось. Еще раз хочется поблагодарить сотрудников парка-музея Монрепо, особенно Юлию Игоревну Мошник и Михаила Витальевича Ефимова за устройство этой замечательной, нужной жителям Выборга выставки. А я процитирую окончание
поэмы барона Людвига Николаи в своем переводе. «Искусство руку видишь по сей день в природе, явленной еще прекрасней, но здесь, где глазу предстает усадьба, природе отведен лишь уголок, чтоб ей свободнее снискать восторги. По струнке выровнены тут аллеи цветущих лип, что делят поле на участки симметричные лужаек, с беседками, кустарником душистым, скульптурами и вазами. Не случай расположил их так, но скрытый план. И если восхитительным признаешь ты место это, знай, своей судьбой доволен и хозяин. Полюбив добро, нельзя не стать добра достойным».